Да, я. Ты, я. Вот, А это мой братишка. этот, старший 2008 года. Потом 2014 и 2015. Присматривать за младшими братьями бабушке помогает Алмаз. Первоклассник хорошо учится и считает дни до приезда мамы. Когда ты маму последний раз видел? 22-го. 23-го она улетала. Вернуться домой сыну 27-летняя Алина обещала через полгода. Накопив деньги, девушка мечтала купить комнату в общежитии. Часть суммы Алина уже внесла. Дочь Анары Кадыковой до этого работала в Турции. В последнее время она решила, чтобы зарплаты побольше было, то взрывают это в Стамбуле все. И она договорилась, оказывается, и уехала в Дубай. В Эмиратах Алина планировала работать танцовщицей в одном из многочисленных развлекательных заведений, но на самом деле девушку ждала совсем другая работа. Но вечером, когда она должна была выйти танцовщицей, оказывается, не танцовщицей надо было выходить, а надо было, оказывается, проституцией выходить. Вот они подрались, оказывается. Говорит, руку сломали, говорит, мам, вот так сюда опухло, говорит. Слез уже не осталось, все выплакали. С тех пор свой телефон Анара Кадыкова из рук практически не выпускает. Ждет, что дочь, возможно, снова позвонит. Но вестей от нее 7 января нет. Снова и снова она прокручивает в голове последний разговор с дочерью. Она сказала, что должна отдать им $180 тысяч. Вот такие, оказывается, цены. Индус оказался во главе. Везде в полиции связи. Они же, оказывается, в Казахстане взяли 6 девушек. Вот такой был рейс. Еще, говорит, 3 были. Или из Молдовы, или Украины. В МИДе и МВД страны разводят руками. Найти кыргызстанку доступными ими способами пока не удалось. Нашим консулам были проверены центральные тюрьмы, государственные морги, полицейские участники Эмиратов, город Дубай и ряд Эмиратов о наличии гражданки Кыргызской республики Шадыкановой. В указанных местах Шадыканова не значилась. Также была осуществлена проверка о наличии обращения гражданки Шадыкановой в медицинское учреждение. Также гражданка Шадыканова не обращалась. Омбудсмен, к которому в первую очередь обратилась мать пропавшей девушки, обещает следить за историей. Слишком много в ней непонятного. Согласно информации правоохранительных органов Эмирата, якобы девушка покинула страну. То есть там система есть, но надо уточнить, может быть, кто-то взял ее паспорт, и, может быть, это не соответствует действительности. Похожая история в Дубае случилась в прошлом году. Тогда с помощью членов кыргызской диаспоры удалось вызволить из плена молодую кыргызстанку. Если приезжать сюда, используя обходные пути или серые схемы, можно стать жертвами разных махинаций. Потому что у нас были случаи, когда девушки попадали в сексуальное рабство. Поэтому приезжать сюда и устраиваться на работу обязательно надо только законными путями. О пропавшей в Дубае Алине кыргызстанцы, живущие там, пока не знают. Но в случае, если местная полиция не найдет ее, в диаспоре готовы помочь с поисками. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.